Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады вас приветствовать и хотели бы представить сегодня наших гостей, интересных собеседников. Это известный экономист, бывший министр экономики Денисбек Сейдбекович Байгутиев и эксперт по вопросам безопасности Джумадылов Талайбек Амантурович. И я, ведущий Эрик Исраилов. Денисбек Сейдбекович, первый вопрос я хотел бы задать вам. Как мне кажется, что сегодня в свете проведения предстоящих парламентских выборов весь акцент общественно-политической жизни смещен именно на этом событии. А между тем, по-прежнему остаются крайне актуальными и острыми экономические проблемы, которые не уйдут с проведением выборов. Как вы смотрите сегодня на текущую экономическую ситуацию в нашей стране? Экономическая ситуация в нашей стране, она, хочу сказать, достаточно тяжелая. Более того, если правительство заявляет об инклюзивном росте, на самом деле такого роста нету. Сегодня правительство по итогам октября сказало, что у них 1,6% роста ВВП. Но если взять, скажем, дефлятор, инфляцию, то можно понять, что никакого роста по сути дела нету. Более того, если смотреть секторально, у нас там везде идет падение. И в строительстве, и в промышленном производстве. Только сектор услуг дает, и в сельском хозяйстве у нас падение. Поэтому говорить о каком-то росте не приходится. Более того, что такое в условиях Кыргызстана это рост? Это как средняя больница по температуре. Средняя температура по больнице, понимаете? Что получается так, один уже мертвый, у другого, извините, очень много прибыли, а в сумме получается, как бы выглядит очень хорошо. И это неправильно. У нас очень много сегодня, значит, бедных, более 35%, и это накладывает свой отпечаток. Поэтому выборы пройдут, а проблемы останутся. Конечно. Это энергосекторе сегодня, вы знаете, дороговизна всех продуктов, где-то уже и недостаток этих продуктов, понимаете, ручное регулирование всех вопросов. Сегодня там решаются вопросы о том, чтобы на ГСМ, значит, зафиксировать цены на те продукты первой необходимости, которые... в общем, у нас вся страна находится сегодня на ручном регулировании. Этим регулированием сегодня занят президент. И это большая проблема. Получается, все зависит от того, успеет президент что-либо сделать или не успеет. То есть система, по сути, находится в таком состоянии, в режиме прямого ручного управления. И вы знаете, я стал замечать, что президент время от времени выступает с победными так называемыми реляциями и говорит, что там-то рост наблюдается здесь. Если исходить из ваших слов, то тогда заявление президента это не более чем игра со статистикой. Это, знаете, связано с выборами. Понятно, что есть партии, которые поддерживают президента. Сегодня по рассылке там показывают, что там 4 партии относятся к тем, которые поддерживают курс президента. И, естественно, есть желание, несмотря на все обещания, как-то их поддержать. И выдать желаемое за действительно, немножко приукрасить ситуацию. На самом деле, значит, если брать только статистику, хотя к ней тоже можно относиться с определенным недоверием, мы видим, что результаты действительно плачевны, понимаете? Потому что на некоторые группы товаров сегодня у нас цены поднялись там на 30-40%, на некоторые там 60-70%. И при этом показывает, что инфляция там у нас в пределах там 8-9%. Это же смешно. Зачем же так искажать ситуацию, если народ каждый день это на своем горбу чувствует? Конечно. Конечно. Талайбек Амантурович, вы как специалист по вопросам безопасности, как бы вы охарактеризовали нынешнюю систему безопасности? Отвечает ли она современным вызовам и угрозам? Прежде чем ответить на ваш вопрос, мне хотелось бы напомнить нашим уважаемым зрителям, что подразумевается под термином «национальная безопасность». Вы правильно заметили, это способность государства на ранней стадии, за линией горизонта, своевременно выявлять угрозы и определять вызовы.
И самое главное, принимать превентивные меры по недопущению наступления негативных последствий вследствие этих вызовов и то есть адекватно отвечать на эти вызовы. Вот состоявшийся Совет Безопасности нашей республики и поднятые вопросы на нем, в частности вопросы экономической безопасности, продовольственной безопасности, экономической безопасности, они говорят о том, что, к сожалению, высшее руководство республики принимает меры постфактум, то есть тогда, когда уже тяжкие последствия уже наступили. Потому что это не секрет о том, что у нас будет маловодный цикл и о том, что у нас будут проблемы в энергосекторе. Эксперты говорили еще год, полтора, 2 года назад. Эти кризисные явления, они лежали на поверхности. То же самое, я вот присоединяюсь к аргументам Дениса Сейитбековича о том, что проблема назревает в сфере продовольственной безопасности, они тоже были понятны. Достаточно было отслеживать цены на основные продукты питания на мировых рынках, и там тенденции к снижению не наблюдается. И почему бы не возникает вопроса, мы не создали подушку безопасности, то есть не приняли превентивные меры, не закупили соответствующие продукты. То же самое касается ГСМ. Это не секрет, что в постковидный период, когда восстанавливается экономика, будет дефицит и будет повышенный запрос. Поэтому надо было горюче-смазочные материалы закупить загодя. Ну, нормальный хозяин готовится к любым явлениям, создает припасы, подушку безопасности, но, к сожалению, когда уже негативные последствия наступили, и тут вот мы начинаем искать виновных, переклад ответственности, в том числе на простой народ, к сожалению, это говорит о том, что у нас эффективной системы, которая на ранней стадии выявляет угрозы и принимает превентивные меры, у нас к ней есть очень большие вопросы. То есть выходит, вот сегодняшний провал, я бы сказал, громкий провал, это прямое следствие некомпетентности действующего руководства. Потому что если мы заметим, то ситуация стремительно ухудшается и ухудшилась вот за этот период, буквально за 1,5 года. Ну, я бы сказал так, пока еще провал не наступил, но тренд и вектор все-таки к возникновению коллапса в сфере энергетики, к возникновению негативных явлений в сфере продовольственной безопасности, они налицо. И в чем причина, казалось бы? Причина, наверное, в том, что у нас мы все не научились, прежде всего, говорить правду. За 30 лет нашей современной истории ни один руководитель не говорил, в каком плачевном состоянии мы находимся. Нам все время, грубо говоря, исходя из популистских побуждений, рисовали благополучную картину, а потом успешно пытались решать возникающие проблемы постфактум. И в этом смысле, я думаю, что исключения, к сожалению, не произошло. Здесь экономическая модель у страны, ее по сути нет, она ущербная. Та модель, которая у нас есть, ее это и назвать-то тяжело, она ущербна. Она основана на том, что мы должны отправлять мигрантов на работу в сопредельные страны и получать от этого какие-то плюсы. Действующий премьер, по-моему, выдвинул такой тезис. Если посмотрим, значит, наш баланс торговый, у нас 77% импорта и 23% экспорта. И эта ситуация ухудшается. Это говорит о том, что никаких мер превентивных мы таки не сделали. Действительно, значит, я бы не стал винить только Садыра Джапарова и его команду. Значит, он просто подхватил эстафету, которая была создана предыдущими президентами. Вот, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Вот. Но мы постепенно все время заваливаем нашу экономику и делаем много глупостей. Понимаете, первично, что бы хотелось, чтобы у нас, допустим, в нашей стране было нормальное ценообразование. Потому что если у нас страна на ручном управлении, а цены регулируются Белым домом, ни к чему хорошему это не приведет. Более того, существует опасность, что мы сегодня когда цены на электроэнергетику сами ставим каким-то чудесным образом, берем с потолка цены, завтра нашу страну могут признать вообще нерыночной экономикой. И тогда у нас экспорт в другие страны могут быть просто приостановлен. Он у нас и так небольшой. Понятно, что наш экспорт не несет никакой стране угрозы, но тем не менее у нас есть оппоненты из других сопредельных стран, которые этой ситуацией могут воспользоваться. И наша страна должна вести очень
я бы сказал, разумную политику. Вот сегодня президент, опять же, я считаю, что какие-то предыдущие президенты из популистских соображений сказал, что для определенной категории населения там будет тариф 50 тиынов. Да. Он еще, значит, уменьшил. Я хочу сказать, что президенту, я бы сказал, что и вообще другим у нас экономическим гуру, которых у нас в правительстве много, что для смягчения ситуации вот, ценами существует социальная политика. Вы должны регулировать через нее. Если вы будете вот так произвольно назначать цены, вместо того, чтобы компенсировать из бюджета вот, выпадающую часть, неподъемную часть тарифов социально уязвимым слоям населения, то вы энергетику нашу Кыргызстана попросту убьете. А надо понимать, что значит, в структуре любого товара, который производится на территории Кыргызстана, это электроэнергия. Вот. И они это делают. То же самое. Сегодня они расписали свои, значит, беспомощности, когда сказали, что после выборов, видите, аккурат после выборов, значит, цены на бензин, там, на дизельное топливо уже начали двигаться вверх, а на бензин будут повышены. Значит, их искусственно сдерживали. Понятно, что искусственно сдерживали. Вы понимаете, что так делать нельзя. Да, стране тяжело. Да, значит, мы расплачиваемся за ошибки всех наших руководителей. Но вот так купировать, как они это делают, это создавать, значит, угрозу завтрашнего, значит, взрыва. То есть, когда ситуация выйдет из-под контроля, и цены, и в последующем может у нас инфляция выйти там не только за двухзначный, а, скажем, стать галопирующей. Вот. Сегодня там Национальный банк вынужден по 70 миллионов долларов выходить с интервенциями, чтобы поддержать курс сомы. Вот. Это с начала года там более полумиллиарда сегодня потрачено. Нас сегодня спасает это только то, что деньги мигрантов. Вся наша экономическая модель это, значит, мигранты, получение тех денег, которые сегодня приходят в нашу экономику. И вот это, значит, задуматься, какая экономика, какая модель для нашей, значит, страны важна, вот это задача правительства. Она эту задачу сегодня не выполняет, она поставила себе задачу как можно больше денег собрать в бюджет. И это в период жесткого кризиса, да? Ну, проблема в том, что бюджет у нас крайне неэффективен. Понимаете? Поэтому правильно сказал Талайбек Амантурович, что у нас вопрос безопасности, экономической безопасности, он краеугольно должен входить в концепцию национальной безопасности. А именно экономическая безопасность сегодня у нас почему-то стоит на задворках. Я в развитии мыслей, высказанных Денишбеком Саидбековичем, хотел бы сказать, что у меня складывается впечатление, что наши люди, которые принимают решения, действуют не по принципу на упреждение, а работают по принципу пожарной системы. То есть они пытаются латать дыры, которые возникают, и не принимая системные меры. Потому что сама по себе, я согласен, все-таки я доверяю вашему компетентному мнению, существующая экономическая модель нашего государства, она порочная, она себя не оправдала, она привела к этому кризису. Эти кризисные явления, к сожалению, носят системный характер и сейчас начинает сыпаться по всем направлениям. И вот в этом смысле было бы правильно, если бы принимаемые решения были бы, во-первых, экономически продиктованными, обоснованными и имели бы такой комплексный характер. А то иначе получается, идя на поводу, скажем так, запросов большинства населения, мы вынуждены принимать такие абсолютно экономически необоснованные меры. В целом, мне вот ситуация действий нынешних властей напоминает как принцип, которым руководствовались герои известной сказки Гайдара про мальчиша Кибальчиша. Нам бы лишь бы день простоять, да ночь продержаться. Вот это сама по себе стратегема, которой они руководствуются, она, думаю, губительна. Потому что пар, который накапливается, он приведет к тому, что крышку рано или поздно сорвет. Причем это, если не вовремя не спускать пар и не принимать превентивных мер, это может иметь тяжкие последствия. По-моему, власть поступает прямо пропорционально
она пошла по пути подавления инакомыслия, да и вообще всякого свободомыслия, как мне представляется. То есть вместо того, чтобы как-то системно и адекватно реагировать на общественное мнение, они просто проводят серию арестов. Ну, есть такое, я извиняюсь, есть такое понятие, ну, это преподавали раньше на специальных курсах, в специальных учебных заведениях, но сейчас это доступно на просторах интернета и Википедии. Есть очень простая формула власти. В чем ее суть заключается? Суть, я скажу коротко просто, суть ее в том, что на первом месте стоит консолидация элиты, консолидация общества. К сожалению, вот предвыборная кампания, которая идет в нашей стране, свидетельствует о том, что вообще подготовка к выборной кампании, я не беру в расчет те заявления, которые прозвучали, они ведут не к консолидации нации вокруг какой-то идеи. У нас вообще в целом с идеями, я думаю, проблемы. Вот Деньшбек Сейитбекович сказал, эту тему задел, что у нас нет, к сожалению, стратегического видения решения проблем. У нас вместо консолидации нации имеет место наоборот, ее разобщение. Деконсолидация, да. Да, это вообще контрпродуктивные действия предпринимает. И в чем феномен наших кыргызских выборов? В том, что у нас не дают народу определить власть тех лиц, которые должны обладать властными полномочиями, а лица, наделенные властными полномочиями, пытаются влиять на результаты выборов и не принимают во внимание, чем это раньше заканчивалось. Мне такое вкладывается впечатление, что мы наступаем на одни и те же грабли. Я думаю, что вот такая порочная практика, ее продолжение, и тем более такое штрихпунктирное реагирование на проблемы и пытаться залить возникающие вопросы, залатать дыры, она к хорошему не приведет. Да. У нас не работают в нашей стране социальные лифты. Понимаете? Что такое социальные лифты? Вот своевременное спускание пара, когда, скажем, к командным высотам приходят люди подготовленные, вот, и через выборы, в том числе, которые рассматриваются как социальные лифты, они должны приходить. Но у нас победитель получает все. Вот, соответственно, он уже тащит своего, неважно, дурак он или не подготовлен, и они, значит, творят весь тот беспредел, который мы наблюдаем. Понимаете? А потом на Совете Безопасности все удивляются, ну как же так, 97% кредитов, говорят. Я, правда, не знаю, откуда эти цифры, я полагаю, что они так больше для красного словца. Вот, они там розданы там, через знакомых, там, депутатов, приближенных и министров. прочим. Ну это же давно известные вещи. И не сегодня об этом узнали. Понимаете, вот, например... Для них это стало откровением, да? Талабек Амантович сказал, да, вот наши товарищи оказались не готовы к маловодному циклу. Действительно, об этом же было известно давно. Понимаете? Но они ставят своего премьер-министра, который, наверное, в ОЗП узнал, наверное, уже ближе к тому, как этот ОЗП наступил. Понимаете? За весь год там не подготовили ни угля, ничего не подготовили. Вот, не закупили электроэнергию там у соседей. Вот. Причем это, я много раз говорил, что это надо покупать не у Казахстана, не у Узбекистана, которые требуют от нас, чтобы мы расплачивались водой. Именно водой. Воды нету, но тем не менее, может, соседи, не знаю, понимают или не понимают, все равно максимально жесткие требования требуют от нас воды. Я понимаю, что у них там политическая ситуация не намного лучше, чем у нас. Что бы там ни говорили, как бы ни хорохорили. Сегодня вот ситуация там в соседнем Таджикистане, там в Хароге. Да. Вот, понимаете? И вот такую политику ведут. Ничего не подготовили. Вот нынешний премьер, он тоже был в команде, он был замом премьера. Который уже на том этапе все провалил. Да, ну, извините, вот ситуацию сегодня про Воронеж. Я говорю, что это очень сильно напоминает ситуацию, когда там Абылгазиева там поменял Бурона. Который тогда провалил те же проблемы, работу, да. которые при Абылгазиеве, он просто их приумножил. Да. Ничего не сделал. Вот. И мы впадаем в все больше и больше кризис. Почему нельзя делать все заранее, превентивно? Почему они этого не хотят делать? Денис Викторович, хотите, я вам предложу вариант разгадки этой системы? Может быть, у нас отдельные высшие руководители страны верят знаменитому выражению «зима не будет», и поэтому к ней не готовятся. Ну, Потому что, насколько я понимаю,
ну, скажем, воду, да, воду нужно давать своим соседям. В соответствии с международными договоренностями, когда есть трансграничные реки, страны, которые стоят выше по течению, обязаны равными долями передавать воду бесплатно. Ну, я думаю, в июле вегетационный период закончился и в Узбекистане, и в Казахстане. Вот с тех пор надо было задумываться же копить воду Вы и знаете, закупать уголь заранее. я даже с тем, что мы воду должны делить там 50 на 50, как международные там гласят, значит, я с этим не согласен. Бывает правила, бывает из них исключения. То есть в данном случае, когда вопрос там безопасности наших граждан стоит вот таким Остро, да? остро, да, когда вопрос продовольственной безопасности и прочее, прочее, знаете, мы можем, имеем полное право придержать воду. Наши соседние с нами страны, они нам не дают ни газа, ни, извините, там, горюче-смазочных материалов бесплатно. Мы же воду всегда поставляем им бесплатно. Кстати, они отказались сейчас Это- электроэнергию поставлять. Дар природы, они считают, что вода это дар природы. И я с этим абсолютно не согласен. Вот. Поэтому здесь вопрос, мы должны выработать государственную политику и сделать, что вода должна быть платной. Вот. И, возможно, я думаю, что и Россия нас в этом вопросе поддержит, вот, потому что она прекрасно понимает, что вода это ресурс. Вот. Все страны мира это понимают, что это ресурс. И только наши соседи, я против, конечно, конфронтации, но та экономическая блокада, которая сегодня производится нашими соседями, она тоже говорит о том, что они во главу у вас ставят именно свои интересы. Кыргызстан в этом случае выглядит всегда альтруистом, безответственным таким альтруистом, который свои ресурсы за бесплатно просто отдает соседним странам. А это, между прочим, ресурсы для нашего роста, прежде всего экономики, того же сельского хозяйства, которое в этом году там, на 4% упало. Вот почему, значит, не принимается, это действительно большой вопрос. То есть мы, получается, значит, дали премьеру возможность там бесчинствовать, ничего не делать. Вот. Более И полугода. сейчас осенью мы пожинаем плоды. То есть мы сегодня вступили, фактически мы в зиму вступим с 11 миллиардами кубов воды. Учитывая, сколько мы потратим, нам где-то 1,5 миллиарда надо сэкономить, чтобы мы хотя бы 7 миллиардами вышли к 1 апреля. Сможем мы это сделать? Большой вопрос. То, что мы придется отключать там 25% значит, потребителей от там, всякие плановые отключения, внеплановые и прочее, это факт, очевидный факт. И вместо того, чтобы покупать электроэнергию, сегодня, да, Казахстан фактически нам перестал поставлять, Узбекистан тоже перестал поставлять. Вот. Поэтому единственная страна сейчас из соседей, которая близко к нам и может поставить Россия, то у нее только, значит, профицит генерации электроэнергии. Но с ней как раз мы сегодня не находим общий язык, хотя находимся совместно с ЕС. Наш президент вот последний раз там был в феврале, ну вот в мае он побыл в связи значит, с конфликтом с Таджикистаном. Ну, таких вот, скажем, плодотворных контактах я сегодня не вижу. Вот. О чем это все здесь? Зато в Турцию мы съездили, там ни один вопрос, по сути дела, не решили. Вот. Тюркский союз предтечи создали там организацию. Вот. А сегодня в Турции там проблемы. Вот. У нее там происходят массовые демонстрации. Обвал лиры, да? Обвал лиры происходит. Вот там женщины, вчера вот видел, бунтуют вот, уже. То есть Турция взяла на себя роль лидера, и она надорвалась. Да, я считаю, что мы с Турцией должны поддерживать определенные отношения. Вот. Но мы должны исходить из того, какой вес какой страны в качестве торгового партнера и учитывать все-таки экономические реалии. Вот. А здесь мы одной идеологией сыт не будешь. Вот. Я считаю, что надо сделать упор именно на экономику. Я вот поддерживаю вашу мысль, высказанную в отношении того, что мы в геополитическом плане должны очень осторожно относиться к крупным геополитическим игрокам. Опять же вопрос к теме национальной безопасности. Вот сейчас на внешнем контуре во всем мире происходят глобальные процессы.
Однозначно архитектура обеспечения глобальной безопасности демонтирована. Геополитическое противостояние крупных игроков обостряется. Происходит строительство нового миропорядка, возникают новые центры. То есть это США и ее сателлиты, ну, коллективный Запад, скажем так, Китай и Россия. И вот сейчас мы находимся, учитывая наше нахождение на перекрестке, мы находимся перед очень жестким историческим выбором. Сейчас для нас наступает, это называют, ну, у нас, у сотрудников спецслужб называется момент истины, когда мы должны сделать выбор на этом перекрестке, куда мы идем, с кем мы идем и зачем мы идем. Поэтому я думаю, в этом смысле то, что вы сказали, что поездка в Стамбул, подписание решения о создании организации тюркских государств, я думаю, здесь мы не должны играть по чужим матрицам. Какие интересы преследует президент Турции Эрдоган, они понятны. У него возникают внутренние проблемы, он находится накануне выборного цикла, и он выполняет свою внутреннюю повестку дня. Но мы же не должны следовать, быть игрушкой в чьих-то чужих руках. Конечно. Я думаю, в связи с этим, вы помните, когда Турция закупила российский комплекс С-400, у них внезапно произошел тоже обвал лиры, чуть ли не в 3 раза в течение короткого промежутка времени. У него возникли проблемы такие же с массовыми волнениями. Сейчас то же самое. Стоило Эрдогану заявить о создании организации тюркских государств, так у него произошел на 25%. Да? Я думаю, что нам нужно быть очень осторожными и все-таки учитывать наш исторический опыт. В середине XIX века, у меня аналогии прослеживаются с историей, наши предки тоже стояли перед таким же выбором. Либо попасть под геополитическое влияние в то время Китайской империи, либо под Каканское ханство, либо в сторону так называемой Российской империи. И выбор был сделан однозначно в сторону вхождения в состав Российской империи. И благодаря этому, я думаю, вы как специалист в сфере макроэкономики скажете, в принципе, можете оценить, каких экономических успехов наша страна добилась благодаря этому выбору. И, может быть, сейчас нам тоже стоит все-таки определиться, кто является для нас стратегическим союзником, в том числе и в сфере безопасности. Я думаю, что у Турции сегодня простой интерес, значит, это прежде всего логистический. Если создание вот этих тюркоязычных государств, она приведет к тому, что логистика Китая, это один пояс, один путь, он просто будет удорожанию подвергнут, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что у Турции есть такой животрепещущий, значит, интерес, значит, к ресурсам этих стран тюркоязычных. Безусловно, это даст второе дыхание турецкой экономике, которая сегодня испытывает большие трудности в связи с тем, что Турция, грубо говоря, перенапряглась. Она в Сирии, она вот в Азербайджане, в Африке. Она, значит, в Африке, она вот создает организацию. Это все требует больших ресурсов, и Турции у них нет. У них сегодня там золотовалютные резервы там меньше 10 миллиардов. Это проблемы. У экономики России, допустим, по сравнению с Турцией, там 632 миллиарда, понимаете? Она почти там 2,5-3 раза больше, чем турецкая экономика, но ресурсы совсем другие. То, что сказали вы, Талайбек Амантурович, относительно с кем надо быть, здесь надо понимать, что Россия во многих отношениях это наш такой, я бы сказал, партнер, который институциональный, который для нас очень интересен. Во-первых, она могла и может построить нам Камбарату-1. А это решение узловых наших проблем в энергетике. То есть, когда мы из нетоимпортера превращаемся в экспортера электроэнергии, хотя я, в принципе, против того, чтобы электроэнергию экспортировать, потому что это сырье, по большому счету. Вот. С другой стороны, Россия, она покупает наши товары, потому что, ну, это не секрет, я наверное, скажу, вот, несмотря на все, вот, Россия, как и многие нефтяные страны, она проявляет известную неповоротливость. Вот. А мы, значит, страна, в которой легкая отрасль, она динамично развивается. Вот. Правда, вот нас соседи Узбекистана немножко вот подпирают, и где-то нас уже начали опережать.
Вот, поэтому наш экспорт, легкая промышленность туда более чем возможен. Кроме того, наши трудовые ресурсы. Вот. Мы вот в отношении России ведем себя очень некорректно. Например, мы сейчас принимаем там закон О госязыке, да? О о государственном языке, тут же там ограничивая, скажем, хождение русского языка, который для нас является языком, там, которым мы выходим в мир. по Евгений большому Сергеевич, счету. я извиняюсь, что Один перебью языков вас. ООН. А я вот хотел спросить, а почему действует наше руководство так близоруко? Ведь знают заранее, что это вызовет негативную реакцию, как минимум, и заведомо идут на такой контрпродуктивный Понимаете, шаг. вот этот Для путь чего? конфронтации, вот, испытания наших партнеров, я не понимаю. Он делается точно не от большого ума. Сегодня, по-моему, правительство в лице Идиля Байсала, она как бы сказала, что они там пересмотрят заново этот закон, а вот они уже понимают, что Россия выступила против, много вот и граждан, которые вот считают, что не принято во внимание, это фактически где-то даже сегрегация идет граждан. И каждый Вот, раз эту поверьте. тему будоражат. Вот, то есть для чего? Я думаю, что, опять же, это больше выборов вот, для определенных националистических групп. Это может быть хороший такой жупел, который можно размахивать и сказать, что все наши беды идут от того, что нас... Но понимаете, вот каждый раз мы так, относясь к России, у нас более миллиона граждан фактически экспортируют туда, на рынок труда. Конечно, И конечно. вот они, значит, более того, значит, нынешний премьер-министр не раз говорил, что самолетом, поездом, машиной надо отправлять Эшелонами. наших эшелонами туда граждан. Это не экономическая модель, но это вот действительность, потому что там зарплата кратно выше, чем у нас. Понимаете? Экономические возможности другие. И поэтому, значит, миллион граждан туда мы там каким-то националистам потворствуем, значит, слушаем их, принимаем во внимание только их. Ухудшаем ущемляем, условия ухудшаем нашим... условия наших мигрантов там. Да. Вот. И вот такие, я скажу, неумные решения, они приведут к тому, что наших граждан в России будет намного больше. Если нынешняя тенденция сохранится, у нас будет и 2, и 3 миллиона граждан работать в России. Вот. Мы не создаем рабочих мест здесь, мы отправляем их туда. И вот такие много решений у нас, много решений, которые вот направлены прямо против России. Касательно языка, мне хотелось бы тоже тему очень поднять, она злободневная. Вообще в многонациональной стране, каковой мы являемся, у нас живет около 100 представителей, около 100 национальностей, национальных меньшинств. Языковый вопрос, он может быть стать таким очень большой головной проблемой, потому что я внимательно прочитал проект, когда он висел на общественном обсуждении. Я просто хотел бы обратить внимание на два таких основополагающих вопроса. Прежде всего, там при определении кыргызского языка использовано абсолютно провокационное определение. То есть кыргызский язык является языком межнационального общения титульной нации. Тут, во-первых, деление на титульных и нетитульных, это уже еще один дополнительный прямая. раздел. Мало того, что у нас был раздел на север, юг, балконские и так называемые маргиналы, деление межродовое, теперь нам еще осталось по языковому принципу делиться. А вообще использование кыргызского языка в качестве языка межнационального общения, это вообще нонсенс. Ну как, например, дунганин будет разговаривать с армянином, или кореец будет разговаривать с узбеком на киргизском языке. Я думаю, Денис Сейтбекович тоже, мы, как представители кыргызской национальности, абсолютно не против развития государственного языка. Мы двумя руками за. Но вопрос в том, что не такими дискриминационными способами и вообще принятие любого законопроекта, любой стратегии должно, я еще раз хотел бы подчеркнуть, консолидировать нацию во имя решения более высших целей. А у меня складывается впечатление, что мы действуем ровно вот в той концепции, которая избрана. Лишь бы день простоять и ночь продержаться. И все время мы отвлекаем внимание нашего общества, пытаемся отвлекать, это принимается в терминологии спецслужб, на ложный объект. Мы создаем повод громкий, вокруг него крутимся, а объективные вопросы, связанные, в частности, экономический кризис, энергетический кризис, продовольственный кризис, топливный кризис, мы их решения оставляем на потом, постфактум. Я думаю, из этой же серии
Мне хотелось бы обратить внимание на все-таки разработчиков этого проекта, этого законопроекта. Вы посмотрите, как языковый вопрос привел в прибалтийских государствах. То же самое в Украине. В результате этого произошло потеря территории, и имеет место так называемый гражданский конфликт на Донбассе. Депопуляция населения тоже происходит в прибалтийских государствах. Из-за этого многие просто уехали фактически. Сегодня я прочитал еще инициативу перенести памятник Панфилову в город Балахче. Вот представляете, у нас теперь осталось вести войну с памятниками, потом подменять советских героев на героев басмаческого движения, то есть героизация тех лиц, которые в нашей истории были негативны, подмена понятия героев, а потом недалеко останется до десоветизации, декоммунизации Как и, на Украине. и превращения Кыргызстана в антироссию. И я думаю, что нашему высшему руководству, там есть люди определенные, которые понимают в понятия в геополитике, в дипломатии. Наверное, стоит посоветовать, что когда мы ездим на такие или принимаем участие в таких геополитических проектах, чтобы мы не стали пешкой в чужих руках или разменной монетой, не дай бог. Что касается, вот вы сказали в отношении угрозы глобальным проектам, это понятно, что усиление тюркского мира в нашем регионе, это Китай воспримет как угрозу своей стратегической инициативе. Это однозначно. Учитывая наше членство в Евразес, в ОДКБ, естественно, эти страны будут как минимум с настороженностью относиться. ШОС, это к тому же. А естественно, они наверняка, учитывая их уровень, скажем так, гроссмейстеров, они в лицо могут не говорить, но могут совершать, по крайней мере, не действия, вред, а просто проявлять бездействие, свидетелем чего и мы являемся. Потому что, как ни крути, все равно для Российской Федерации, вы правильно это абсолютно заметили, у них есть излишки электроэнергии. Проблему решить наши 2 миллиарда киловатт-час, наверное, для них это не представляет никакого... Это в пределах статистической погрешности у них. Да, в пределах технических потерь, это коммерческих могут списать. Можно и так сказать. Или, скажем, поставить ГСМ по внутри, скажем, даже со скидкой. Но мы же видим, как поступает Россия в отношении Белоруссии, в отношении той же Сербии. Да? Предоставляет абсолютно цены в 3-4 раза. Я не говорю там на 10-15, в 3-4 раза Так дешевле. у нас сейчас $150 за... Если в мире там по 1000, у нас 150, понимаете? Это они фактически датируют нашу экономику. По факту, да. По факту, да. Также они могли поступить же и в сфере поставок ГСМ. Абсолютно верно. При условии, если у нашего руководства были бы хорошие взаимоотношения с руководством России. Нет, Чего здесь нет? не только в хороших взаимоотношениях. Здесь, я думаю, что не надо просто вести в пику себе. Достаточно, понимаете? Вот. Если хорошие... Сейчас мир очень прагматичен. Все прекрасно считают деньги. Понимаете? И кто-то там в Европе объявил, Запад объявил, что углеродная нейтральность, мы будем к этому стремиться и прочее, прочее. Посмотрите сейчас, что творится в Европе. Там цены на газ больше 1100 Бьют рекорды, да. долларов за кубический. Просто перестали покупать, перестали делать долгосрочные контракты и сегодня испытывают трудности в преддверии зимы. Вот. У нас в свое время там были договоренности, то, что мы, значит, находимся в ОДКБ, находимся в ЕАЭС, нам позволило получать сегодня газ по $150 за 1000 кубических метров. А ведь у нас есть противники того, что продали Кыргызгаз за $1. Не, ну я тоже не совсем был за, чтобы продажа, скажу честно. Вот, я думаю, что если бы мы 50 на 50, допустим, имели возможность, было бы нормально. В свое время так было в Армении. Вот, я знаю, в Молдове там такая же ситуация. Я думаю, единственное, нам нужно интегрироваться, значит, экономически больше с Россией. Вот, и мы те скрытые фактически субвенции будем получать как страна надежный партнер. Но надо для этого нам все-таки быть надежным партнером. Вот, поэтому, а сегодня, допустим, у нас говорят, что вот на Совбезе, кстати, сегодня вот так в пику как-то интересно произошло, что говорят, что там организовали, что кто-то там пытался делать перевороты, что вот такие вещи происходят. Вот, говорят, что там третьи страны могут этим воспользоваться. И, слушайте, если у нас все будет в стране замечательно, сколько сюда денег не суй,
никаких переворотов и Конечно. дестабилизации не будет. Конечно. Вот эти все возможности по дестабилизации возможно только тогда, когда для этого существует благоприятная среда здесь и много нерешенных проблем. Если эти проблемы не решаются, извините, тогда появляются интересанты, вот, всякие, значит, организации, там, западные, еще какие-то, вот, которые, так сказать, новые наши партнеры, псевдо, они могут, попросту говоря, воспользоваться ситуацией и сменить в очередной раз власть. Потому что уровень недовольства, да, он сегодня зашкаливает. Вот. Посмотрите, с каким рейтингом приходил президент на выборах. У него уже были запредельные. Там, год назад у него рейтинг был там, почти 80%. И что Что сейчас? осталось от этого рейтинга? Да. Они говорят, что там 30%. Ну дай бог, чтобы 30 у него осталось к концу там, отопительного сезона. Вот. Почему это происходит? Потому что очень многие проблемы, которые можно решать, значит, он не решает. Вместо того, чтобы набрать команду умных людей, вот, и решать эти вопросы, извините, он опять закапсулировался, как и предыдущие президенты, и периодически оттуда выдает какие-то... Потом уголь там пытается за 3000 сомов продавать. Вы понимаете, ценообразование можно, конечно, поставить и по 3000 сомов. Но, во-первых, я вообще бы вот с государственным регулированием цен, значит, я еще раз говорю, для этого существует социальная политика. Вы через бюджет можете прямо датировать те или иные группы населения. Но нельзя искусственно на неопределенное короткое время это можно делать, и то по основным видам товаров, которые там продовольственным прежде всего, которые там первой необходимости. В остальных случаях надо относиться к этому, я бы сказал, с большой осторожностью. А мы сегодня этой дубинкой размахиваемся и, значит, искажаем, создаем диспропорции в нашей экономике. Все это очень плохо закончится. Ну, я думаю, что просто все-таки нашему высшему руководству не хватает знаний в сфере геополитики. Я думаю, нам нужно спокойно сесть, проанализировать, какие геополитические интересы какой из игроков преследует в нашей стране. Вряд ли, я думаю, заинтересована Российская Федерация либо Китайская Народная Республика в том, чтобы у нас совершали вот такие государственные перевороты. Потому что, как ни крути, сегодня основным должником Китаю, ну, во внешнем являемся наша страна, они в любом случае заинтересованы в том, чтобы хотя бы эти деньги вернуть. И более того, они вложились в крупные инфраструктурные логистические проекты. Российская Федерация, ей вряд ли нужно, она ощущает нашу страну как внутренний периметр безопасности перед лицом международных транснациональных угроз. Терроризм, религиозный экстремизм. Для них мы буферная зона, которая на дальних подступах позволяет им не допускать проникновения всей этой заразы внутрь Российской Федерации. Поэтому я думаю, что они заинтересованы, как никто, я вот поддерживаю ваш тезис, в том, чтобы у нас было предсказуемое, надежные, компетентные и, самое главное, адекватные руководители, которые должны быть абсолютно не вести себя с точки зрения шантажировать и пугать их, что если ты мне не поможешь, я уйду к другому геополитическому игроку. Я думаю, это чревато тем, что будут риски в сфере обеспечения внешней безопасности, они усилятся. Сегодня на заседании Совбеза, по крайней мере пресса цитирует, президент признал и сообщил, что страна может оказаться на грани энергетического коллапса. Наряду с этим, по-моему, замминистра господин Амангельдиев выступил, сказал, что дефицит электроэнергии может вырасти в 2 раза. Тем не менее, президент, я помню, буквально недавно также сообщал, что из энергетического кризиса мы выйдем где-то примерно к 2024 году. Разделяете ли вы такой оптимизм? Наверное, вы ответите. Нет, я думаю, что, знаете, это просто президент сказал, с учетом того, что у нас маловодье цикл закончится, в 2024 у нас будет достаточно много воды. Вот, но на самом деле воды, значит, от цикла к циклу становится меньше, потому что наши ледники, они уменьшаются и в Таджикистане, и у нас. И потребление растет. Да, и потребление растет.
И наше бездумное, значит, снабжение стран низовья вот, увеличивается, потому что им хочется больше воды. Вот. Но надо исходить из чего? Во-первых, воду все-таки это рачительно использовать. Вот. Я бы всю воду нашу, которая там с гор течет, надо, чтобы она змейкой уходила к соседям, максимально, так сказать, серпантином, вот, чтобы максимально использовать в экономике. С другой стороны, значит, нам надо подготовиться к тому, что на циклы маловодья мы всегда будем превентивно где-то закупать там, где-то по миллиарду, где-то по 2 миллиарда у наших соседей. Опять же, нам надо решить логистически, что мы должны это закупать с России. Понимаете, что 2 миллиарда, значит, электроэнергии заранее. Тогда это позволит нашей чаше, значит, сохраняться. И дальше мы должны, значит, конечно, вот те надежды, которые на малый ГЭС возлагают, вот, мы должны решить вопрос с тарифами. Надо повышать цену на электроэнергию. Но при этом социально уязвимым слоям населения, значит, из бюджета прямо датировать вот эту неподъемную часть тарифа. Вот. Остальные должны платить. Мы не сможем сохранить энергетику и вернемся там в каменный 19 век, каменный век, останемся без электроэнергии. Сегодня, если мы нынешнюю, значит, тенденцию не повернем вспять. Поэтому хотим этого или не хотим, значит, президентам, всем премьерам надо прекратить заниматься популизмом. Вот. И сделать вместо сегрегирования, так сказать, населения по там, тарифам и прочее, надо просто повысить тарифы так, чтобы они окупали и имели инвестиционную составляющую. Нам надо решить вопрос строительства Камбараты-1, потому что все малые ГЭСы строительства, их не решат. Но это не значит, что малые ГЭСы не надо делать. Их абсолютно, их надо делать. Их надо запускать и не тянуть там вот этого Рахата Ирсалиева, который там построил малый ГЭС. Слушайте, ему уже допуска там в систему не давали, хотя когда он начинал строить, давали какие-то определенные гарантии. Вот. Почему это произошло? Ну, потому что энергообороны были, есть и будут. Вот. И их надо бить по рукам, чтобы они нашу энергетическую политику коту под хвост не делали. Поэтому к 2024 году мы, может, и сможем это сделать, но можно сделать на самом деле раньше. И вот эта вся политика часто властей говорит, давайте потерпите, потерпите. Мы это слышим год. Год назад нам говорили, что надо потерпеть. Теперь нам до 2024 года надо потерпеть. А там и конец президентского срока. Понимаете? Так нельзя терпеть. Пока население терпит, те, кто находится у власти, это не только Садыр Джапаров, прежде всего свита, она по сути бесчинствует. Она очень довольна, так сказать, тем доминирующим положением. Сыта. Да, сыта. Вот. А население при этом мучается. Вот. Поэтому я думаю, если Садыр Джапаров все-таки сделает нормальную команду, все-таки можно ситуацию в какой-то мере повернуть и сделать ее приемлемой. Но пока вот я не вижу этого у него желания, пока вот идут поиски врагов каких-то, вот, тех, кто виноват текущих. Понимаете, вопрос определить, кто виноват, это несложно. Это можно валить всегда на предыдущих президентов, это можно на нынешних сейчас политических оппонентов. Но это не решение вопроса. Вы помните, извините, у любых вопросов есть простые решения, которые, может быть, не очень популярны, не очень приятные, но именно они называются реформами. Вы помните, когда господин Атамбаев в свое время сваливал всю вину на судей, обвиняя их в том, что именно суды связывают борьбу с коррупцией по рукам? Вот это то же самое сейчас. Хотя он, кстати, и назначал этих судей. Знаете, Атамбаеву я бы все-таки вменил, это то, что он вот, взял и отказался в свое время от Камбараты-1. Да. Вот. Россия там, в 2014 году там, в связи с Украиной испытывала трудности. Мы как партнеры могли войти во внимание. И наверняка бы сегодня уже остов этого ГЭСа стоял бы Камбараты. Там вопрос потом запуска агрегатов. Но вот эмоции взяли вверх, и он сделал. В остальном я бы не хотел Атамбаева сильно обвинять, потому что я думаю, сидя в тюрьме, он сейчас и так переосмысливает все свои
значит, ошибки и прочее, прочее. И главная его ошибка это не то, что он Сооронбая Джейнбекова там сделал президентом. Это не ошибка, это больше, вот на самом деле, это хуже. Но не этому надо. Это преступление. Значит, надо жалеть то, что он не сделал тех реформ. Он сам, когда уходя, он же сказал, что ни одной фабрики, ни одного завода он так и не построил. Бездарно проведенное президентство, да? Вы знаете, в чем проблема? Когда-то Виктор Степанович Черномырдин стал премьер-министром России. Он был абсолютно не был к этому готов, он пришел из ТЭКа, и он учился этому, будучи уже премьер-министром. Это было самое дорогое обучение в мире. За Вот счет все страны, наши да. премьеры, на самом деле, они идут по той же дорожке, понимаете? Они учатся быть премьерами, приходя в премьеры. И за счет интересов страны. Поэтому у нас валится ОЗП, подготовка к ОЗП, поэтому у нас нет экономических реформ, поэтому, значит, у нас промышленность на боку. И у нас предыдущий президент, например, Сооронбай Джейнбеков говорил, что можно с сельским хозяйством только все поднять. И цифровизация. Да, и цифровизация. Вот. Но на самом деле и цифровизацию, я думаю, и нынешнее правительство завалит. Потому что у них нет понимания, как это делать в полной мере. Они там всякие говорят, там красивые вещи, которые можно сделать, но там, знаете, общего фундамента всей этой цифровизации нету. Понимаете? Когда из лоскутков пытаются эту цифровизацию сделать. Они этого не понимают, к сожалению. Вот. Там проще, может быть, сделать все заново. Понимаете, пусть это вот худо-бедно работает, но вот паскудно, значит, вот заново все сделать, и тогда вот сделать, удешевить эти процессы. Поэтому действительно проблем много, но к 2024-му, я думаю, того не стоит ждать. Вот. Это отговорки, на мой взгляд. Надо решать вопросы здесь и сейчас. Вот. И президент должен Советы Безопасности проводить именно с конкретной повесткой. А вот у нас сегодня занимается, допустим, вопросами Афганистана. Вот как бы, знаете, я скажу так, у нашей страны сегодня нет авиации. Поэтому мы должны вопрос нашей там мирного неба решать с Канской авиабазы. Поэтому не надо сильно заморачиваться на Афганистан. Поверьте, этим занимался, даже не Казахстан будет заниматься, и не Узбекистан, и не Таджикистан. Ну, Таджикистан, хотя этим будет заниматься Россия. Одна из самых сильных армий мира. Поэтому мы должны, да, помогать им в каких-то вопросах, там, совместно работать, сотрудничать. Но мы должны решать конкретные вопросы экономики сегодня. И правильно сказал Талайбек Амантурович, мы должны понимать геополитику, понимаете? И с точки зрения экономики, и с точки зрения нашего будущего, вот, а не отвергать ее с порога. Вот, и не брести там, извините, закрытыми глазами и делать ошибки в который раз. Это хождение по граблям ни к чему хорошему не приведет. Ну, я поддерживаю Дегишбека Сейитбековича за его такой спич, такой, я понимаю, исходя из боли за свою страну и понимания, к какой катастрофе, к какому краю пропасти мы движемся. Ну, я хотел бы сказать, что вот есть такое выражение Козьмы Пруткова «зри в корень». В чем суть проблемы? Суть проблемы в том, что у нас нет системного, комплексного и стратегического подхода. И мне хотелось бы, пользуясь случаем, все-таки высказать свое предложение, чтобы нас не обвиняли, что мы только критикуем или рисуем черными мазками картину. Прежде всего, в нашей стране необходимо определиться, где мы находимся, что мы имеем, оценить реальное положение дел, сказать обществу, народу, внешним игрокам реальное положение дел в сфере экономики, в сфере гуманитарной, образования, обеспечения обороноспособности, в сфере культуры. То есть по всем параметрам произвести, ну скажем так, оценку сложившегося состояния дел. Второе. Нам необходимо все-таки определить ориентиры, обозначить цели. Если говорить общими словами, это образ будущего нарисовать. К чему мы стремимся? Это, к слову, вот вы сказали об отсутствии экономической модели. За 30 лет мы так и не определились, что мы у нас в стране строим. Капитальный феодализм или феодальный капитализм до сих пор мне до сих пор не остается понятно. Вы сказали, это игра слов отражает. Да, да. Исходя из этого, если страна, есть такое выражение, если корабль не знает, в какой порт он идет, то любой ветер ему не будет попутным. Любой ветер.
И если мы нарисуем, четко сформулируем цели, не определим образ будущего, вот тогда мы получим ответ на ваш вопрос, который вы, Эрик, высказали, что делать в сложившейся ситуации. А то мы как вот Экзистенциальный вопрос. мы тыркаемся, то одну модель примеряем, то тяготеем к одному геополитическому игроку, потом к другому игроку, шарахаемся. И более того, мы, не учитывая размер нашей страны и не учитывая роль и место, мы начинаем из себя играть чуть ли не регионального игрока. Это к вопросу об Афганистане. Вот я вам скажу, у нас в республике дважды, один раз по линии европейских государств, другой раз по линии России были проведены международные конференции на тему Афганистан, новые реальности и вызовы. И мы на полном серьезе обсуждаем, как мы должны признавать талибов или не признавать талибов, как мы должны с ними работать. Я думаю, что мы должны все-таки понять, только через один ракурс, как ситуация в Афганистане, какие угрозы несет они нам, и что мы должны делать, чтобы противодействовать этим угрозам. А решение вопросов оказания гуманитарной помощи, я, безусловно, сочувствую многострадальному народу Афганистана, но мы не в той ситуации, чтобы оказывать им гуманитарную помощь и тем более потенциально принимать участие в реализации каких-то проектов. Нам нужно быть реалистами. Я правильно считаю, что своя рубашка ближе к телу у нас сейчас высшим приоритетом должно решение своих проблем внутренних. Раздавать гуманитарную помощь, значит, из той гуманитарной помощи, которую мы получаем сами, ну, знаете, это нонсенс. В этом, конечно, есть определенный символизм. Вот. В данном случае, наверное, кто-то хочет там получить лавры там, переговорной площадки, что Кыргызстан станет неким миротворцем, как когда-то мы были под Таджикистаном. Но я хочу сказать, что с Таджикистаном у нас тогда получилось. Но вот интересный момент, что до сих пор наши вопросы с Таджикистаном по демаркации границ так и не получили завершения. Вот. Как бы мы по Афганистану тоже. Вот. Я думаю, что нам поперек батьки не надо лезть. Те страны, которые имеют возможность оказать и помощь, и все остальное, они должны сами принимать решения. Вот. Нам надо сосредоточиться вот именно на тех вопросах, вот. Где-то, может быть, назовите это неким эгоизмом, но надо решать вопросы нашего народа сегодня. Вот. И не вычурно какими-то там методами или там законами о госязыке, новшествами всякими, а вот исходя из экономических реалий. Поэтому здесь действительно много вопросов. И вот эти советы безопасности надо проводить все-таки, во-первых, все-таки не дежурным вот, привлечением дежурных людей, а все-таки больше экспертов нужно. Вот, и надо перестать слушать. Эти советы безопасности, они мало чем отличаются от, скажем, совещаний там, в кабинете министров и прочее, когда люди привыкли слушать самих себя. Вот. Они это могут и так в рабочей ситуации друг другу сказать, а не довнести. Там нужны люди, мыслители, которые вот именно из глубинки вопросы, которые стоят перед страной, могут поднять. Вот. А сегодня там идет, попросту говоря, вот это передергивание фактов, вот. Потому что решаются вопросы совсем не те, которые нужны. Я считаю, что надо переформатировать вот, в развитии вашей мысли. Совет Безопасности не должен превращаться в заседание бюро коммунистической партии, где происходит разбор полетов, и первый секретарь стучит по столу и говорит, почему такую ситуацию мы пришли. Все-таки Совет Безопасности должен быть орган, который прогнозирует возникающие вызовы и прогнозирует, и упреждает, принимает превентивные меры по недопущению. Вот я еще раз говорю, если вернемся к повестке дня, продовольственный кризис, энергетический кризис, топливный кризис, они уже по факту уже наступили. Мне не хотелось бы пугать наше население, и этот Совет Безопасности должен был бы проведен еще в феврале, в марте или в апреле, когда эти последствия не наступили. А сейчас от того, что мы сейчас объявляем выговоры руководителям, это ни к чему, это проблему-то не решит. И я хотел бы еще просто напомнить, что выборы выборами, они пройдут. Да и, честно говоря, кроме иронической улыбки, вот эти все выговоры ничего не вызывают.
это вот показушное, скажем, показушное наказание, и тем более рекомендации, которые там звучат, и тем более, я думаю, что по большому счету каких-то результатов от этого Совета Безопасности не будет, по большому счету. И нам, к сожалению, придется потуже затянуть пояса и готовиться, закупать свечи побольше. Все-таки я не хотел бы призывать закупаться продуктами, но я думаю, подушку безопасности все-таки каждая семья должна создать. Да, абсолютно верно. Я думаю, что, но кроме, значит, стратегии и тактики, значит, каждой семьи по обеспечению собственной продовольственной безопасности, я бы все-таки еще раз не преминул, наверное, дать совет руководству нашей страны. Я уже это говорил, писал не раз. Значит, я считаю, что наш президент вслед за нашим премьер-министром, который недавно съездил в Россию, он должен поехать в Россию и все-таки попытаться решать те проблемы, которые есть. Переступить через себя. Я не знаю, там, есть ли вообще проблемы и какие эти проблемы. Может быть, просто что-то не получается. Вот. Ну, он должен просто поехать, и вот весь комплекс проблем, которые у нас стоят, поделиться. Потому что сейчас это вопрос уже гуманитарного порядка. Это мы должны сейчас, вот пожар, который у нас в нашем значит, доме начинается, мы должны его тушить. Понимаете? И в этом отношении больше неоткуда ждать помощи. Вот. Я ваше предложение поддерживаю, и маленькая рекомендация. Вот нужно с собой обязательно маску взять и одеть ее. Ну, я думаю, что там это не самая главная проблема. Вот. Я думаю, что не надо комплексовать, если там есть проблемы знания русского языка или там донесения мысли. В конце концов, есть масса помощников, которые могут это вот четко перечень необходимых действий президенту донести. Здесь вопрос только в том, чтобы мы свои союзнические отношения выполняли в полном объеме. То есть, если мы отказываемся там, в минуты трудности и не поддерживаем, наша страна часто это делала в рамках там, поддержки резолюций там, По Крыму. в ООН, да, и прочих, значит, мы отказывались поддерживать, и тем не менее из года в год всегда получали деньги. Вот, а сегодня, вы посмотрите, вот, сегодня вот даже вот какие у нас позиции. Сегодня чуть ли не каждый месяц у нас открывается отделение, там, региональное отделение, районное отделение ГКНБ с новым строительством. Поймите, ГКНБ не самая бедная организация, особенно в глазах населения. Я говорю, там осталось только сусальным золотом все это покрыть и показать, как у них все хорошо. Это же раздражает население. У населения сегодня нет даже самого необходимого, сегодня испытывает трудности. Сегодня вопросы там, посмотрите по группе товаров. А вместо этого, значит, мы там занимаемся какими-то вот такими вещами. То есть получается единственный там бенефициар всех вот этих антикоррупционных побед на этом фронте, это получается сами правоохранительные органы. Да и вообще, учитывая МВД у нас, специфику. видите, как торговый дом какой-то выглядит после Да, всех этих да, реконструкций. реконструкции, да? да. Я вот не вижу разницы между ГУМом и это. По содержанию это другое, понятно. И я тоже за человеческие условия, за наших правоохранителей. Но все-таки на первом месте должны быть учителя, врачи и другие, значит, те, которые, значит, ученые наши. Почему этого не происходит? Нет. Вот. Мы не во главу угла ставим основные проблемы. Мы, наоборот, решаем те узкие вопросы. Потому что власть боится там, переворотов, считает, что надо сделать. Работайте хорошо, никаких переворотов не будет. Алмаз Шаршенович в свое время даже утверждал, что лимит на все перевороты исчерпан. Как вы понимаете, жизнь показала, что это не так. Да. Нет, оказывается, перевороты в нашей республике могут совершаться и без его участия. Он же говорил, что он возглавлял две революции.
И Ну, последующую больше не будет, да? Да. Да, ну, Так и это, получилось. знаете, каждый у нас президент, может быть, чрезмерно оптимистично оценивает свое участие в политике. На самом деле это не так. Все-таки надо понимать, что вот Талабек Анатольевич правильно сказали, не хотелось бы только ограничиваться критикой. Вот. Я бы хотел и правительству посоветовать, понимаете, вот в нынешней ситуации увлекаться сборами налогов чрезмерно, обнищавшее население, испытывающее трудности, значит, бизнес, малый и средний, вот, облагать какими-то этими, затевать вот этот новый налоговый кодекс, который, извините, вносит хаос, суету и значит, больше налогов, это совершенно неправильно. Понимаете, это имитация бурной деятельности, броуновской, я бы сказал, движения. На самом деле, значит, последовательность, предсказуемость, это очень важно для бизнеса. Эта среда должна меняться очень. У нас, извините, вот этот законодательный зуд, когда все время пытаются каждый... Вот поверьте, вот если взять наше правительство и Джогорку Кенеш на год отключить от их возможностей, то бизнес без них даст еще больший рост. Понимаете? Несмотря на деятельность правительства, страна всегда своими усилиями 3% роста обеспечивала как минимум. Она даст еще больше, вот если она не будет им мешать. Вот вы рассуждаете в силу своего экономического образования категориями, такими как постоянство, устойчивость. А у меня такое впечатление складывается, что наше правительство вначале объявляет всем игрокам: играем в волейбол. Когда все зашли, одевают волейбольную форму, пытаются играть в волейбол, а теперь говорят, мы будем играть в борьбу, да, и причем в одну сторону борьбу. И когда такие правила меняются, естественно, любая система, я с вами согласен, имеет свой предел прочности. И наверняка в сфере налогообложения есть какие-то макроэкономические законы, которые говорят о соотношении между собираемыми налогами и отношением к уровню валового внутреннего продукта. И вот мне хотелось бы вопросом тоже воспользоваться. Эрик, надеюсь, не будет мне ревновать. Да, как вы относитесь к заявлению Акылбека Джапарова? Оно сегодня было подкреплено на заседании Совета Безопасности о том, что он в этом году соберет 280 миллиардов, а следующий год закроет 400 миллиардов. Вы знаете, я скажу такую притчу. Когда-то царь цыган, он попросил свой народ заплатить налоги на год вперед. Одни заплатили, поднатужились, заплатили, потом на 2, потом на 3. Ну, как вы знаете, с тех пор у цыган нет своего государства. Вот. Поэтому есть риск, если чрезмерно увлечься, и нашу государственность потерять. С другой стороны, обычно это где-то не более 35% значит, можно собрать от валового продукта, значит, налогов. Можно, конечно, и больше собрать, но, во-первых, для этого тогда у нас должен быть социализм или коммунизм, да, когда за все отвечает государство. Или государственный И капитал. фактически частного сектора, по сути дела, не будет. Вот. Но это такие, знаете, крайности. А вот то, что они сейчас декларируют, потом, что касается, сегодня сказали, там 37% у нас теневой экономики. Теневая экономика — это все-таки ненаблюдаемая, необслуживаемая экономика. И создать там, изъять там оттуда налоги при нашем уровне цифровизации и качестве цифровизации, наверное, это глупость. Потому что у нас у очень многих категорий населения доходы, с которых они хотят брать налоги, они ниже прожиточного минимума. Поэтому не надо развивать рот на чужой каравай, вот, это, наверное, чрезмерно вот, и неправильно. То есть здесь я не вижу никакой экономики, это желание отрапортовать, там, что мы соберем максимум и больше. Вот, поэтому я бы, наоборот, ему все-таки посоветовался заняться более важными проблемами. Все-таки надо вести институт цепочек добавленной стоимости, где бы понимать, где ниши нашей экономики, где нужно вкладывать, так, чтобы увеличивать количество переделов, это увеличит количество налогов. Вот. Надо на это смотреть, я бы сказал, с научной и практической точки зрения. Сегодня это не происходит. Это, говорю, чистой воды прожектерство и авантюризм, вот, который мало чем подкреплен. Понимаете? Поэтому здесь экономики
никакой я не вижу. Абсолютно. Кадры решают все, говорил Иосиф Виссарионович. Я в заключении хотел бы задать вопрос и попросил бы ответить на него лаконично. Почему руководство, не действующее, не предыдущее, не то, которое было до них, не понимают, что надо привлекать квалифицированных людей, а не кого попало? Ну, в теории управления и вообще современная наука говорит о том, что для того, чтобы сформировать грамотную команду, и причем руководствуясь принципом не близости к телу или личной преданности, а принципом меритократии, то бишь по профессиональным качествам, нужно самому обладать необходимым уровнем знаний, Багажом, да. умений, навыков. Потому что только сильная личность берет на работу тех людей, которые по-другому мыслят, критически мыслят, могут выступить перпендикулярно, да, решению твоему, но с научно обоснованными доводами. А если таких качеств не хватает, то, естественно, это законы управленческие. Люди слабые, как правило, боятся людей сильных, более интеллектуально развитых, чем они. И, соответственно, этот вакуум, который вокруг него образуется, он, соответственно, капсулируется, в скорлупу его заключает. Есть более ушлые люди, которые очень выгодно не доводить Пользуются отсутствием багажа у руководства и Да, как делают есть всё в такое своих выражение, целях. короля делает свита. Вот кто эту свиту сформировал, то потом и определяет повестку дня. Я думаю, объяснение только в этом и кроется. Ну, это вот очень правильно сказал Талайбек Амантурович по поводу психологического аспекта. Я бы сказал еще один момент. Большинство руководителей нашей страны, это не только касается Садыра Джапарова и раньше, значит, у них вот, нету полноценной повестки, понимания этой повестки развития нашей страны. То есть они ее в полной мере не понимают. Соответственно, из этого понимания кроется, какие люди для этого нужны. Понимаете? И вот потом из разности мнений можно выстроить определенную, скажем, стратегию, как все это развивать. Но вот этого не происходит. Поэтому они все время... Они бы, если бы понимали, они бы знали, сколько нам, скажем, инвестиций нужно в страну ежегодно. Вот по моим таким скромным оценкам нужно минимум 2 миллиарда ежегодно. Мы там планку 700 миллионов не можем преодолеть. А для поступательного развития минимум 2. В последующем мы должны довести до 3,5 миллиардов. Понимаете, сколько нам строить нужно жилья. Вы знаете, вот в период плановой экономики такие вещи, они задавались на многие годы вперед. У нас, мы когда-то шли там к межотраслевому балансу. Мы от этого ушли сегодня. У нас нет таких пониманий, понимаете, базовых вещей, многих мы не хотим понимать. Поэтому берется очень скудная, значит, команда. Это называют почему-то кадровой политикой. Потом ее, значит, и исходя из нее решают вопрос. А у нас получается там клановые там, предпочтения, значит, родовые предпочтения, еще прочее, прочее. Вот там, с делением севера, юг, чего только мы не наблюдаем, всех этих дикостей. Региональные квоты. Да? Региональные квоты создаем, потом женские квоты создаем, и еще прочее, прочее. Квоты, нет у нас только квот на мозги. Понимаете? Вот поэтому у нас эти проблемы и возникают. А когда об этом говорят открыто, они болезненно это они воспринимают. очень болезненно это воспринимают, хотя я думаю, что сильный руководитель, он должен научиться работать с сильным оппонентом ради общей цели развития страны. В психологии, групповой психологии, вообще в психологии управления есть такое понятие, как эффект Даннинга-Крюгера. Он заключается в том, что чем выше уровень интеллекта человека, тем он больше понимает ответственность, и тем у него больше возникает, ну, скажем так, условный страх занимать ту или иную должность, потому что он понимает степень ответственности, которую он ее несет. А люди, обладающие более низкими интеллектуальными, он просто в силу того, что не понимает задач и степень ответственности, он просто легко соглашается и принимает поэтому такие решения. К сожалению, многие наши руководители являются вот жертвами вот этого эффекта Даннинга-Крюгера. Это только у нас в стране министром экономики может стать ветеринар, или наоборот, врач-педиатр может стать
специалистом в сфере энергетики, или журналист может стать руководителем спецслужб, соответственно. Ну, договорился, сейчас сидит в тюрьме, я фамилию называть не буду. Я думаю, пока мы вот эту проблему не преодолеем, выход из ситуации есть всегда. Наша страна, наша нация богата интеллектуальными ресурсами. Это, наверное, тот ресурс, который за 30 лет все-таки, невзирая на то, что эта политика проводилась, она все-таки не уничтожена. Это, наверное, то, что у нас осталось. И кадры соответствующие есть, которые могут и поставить правильные цели, то есть определить целеполагание, и нарисовать грамотно задачи, и определить силы и средства, и найти источники финансирования. И имплементировать. Да, и их имплементировать. Спасибо. Согласен. Я благодарю вас за интереснейшую беседу. Очень надеюсь, что мы вновь с вами будем встречаться, причем на регулярной основе. Большое вам спасибо. Уважаемые зрители, я благодарю вас за то, что вы были с нами. Сегодня с нами были наши интересные собеседники. Это экс-министр, известный экономист Дженишбек Байгутиев и эксперт по вопросам безопасности Талайбек